вольная борьба, бокс, самбо, дзюдо. Все эти виды единоборств давно прижились в нашем регионе. В каждом районе республики открывается все больше новых залов. Но есть и спортивные школы, которые работают не первый год. В физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Зязиков-Юрт вот уже на протяжении 20 лет коллектив трудится над воспитанием будущих чемпионов. ФОП функционирует у нас с 1997 года, 13 декабря я его принял. И набор я сделал в 1998 году. С 1998 года он функционирует. Но за этот период здесь воспитаны спортсмены, как Костой Асхаб, шестикратный чемпион Кубка мира, пятикратный чемпион России, чемпион Европы, командный чемпионат Европы, Всемирный университет, бронзовый призер. И следом Костоев Артур у нас стал бронзовый призер первенства Европы по юношам. После них в том же году Аксагов Юсуп стал чемпионом Европейского олимпийского фестиваля. Следующие годы у нас Габаса Эмирамбек стал победителем Европейского олимпийского фестиваля. После этого он Кубок России неоднократно выигрывал. Призером бывал первенство России по молодежи, выигрывал участник первенства Европы. После них Костой Альберт у нас стал двукратным призером первенства Европы по молодежи, серебряный призер первенства мира. Вот так, и сейчас вот у нас Костоев Джафар в позапрошлом году выиграл чемпионат России среди взрослых. В 2016 году был победителем первенства Европы среди юношей. 3 раза выиграл Кубок Европы. То есть школа считается у нас в республике одна из лучших, считается она. Но на сегодняшний день от того, что мы готовим, работаем, если мы не будем выезжать на соревнования, если не будем выезжать на сборы, и если с ними не будут участвовать тренера и на сборах, и на соревнованиях, результаты будут падать, результаты. На сегодняшней тренировке ребята трудятся над отработкой технико-тактических действий. Обладать прекрасными физическими данными – это одно, но в дзюдо этого компонента недостаточно. Перед каждым турниром профессиональные дзюдоисты строят план, ведь одно неправильное движение может привести к ошибке, за которой следует поражение. Именно поэтому под чутким присмотром тренеров спортсмены оттачивают правильное выполнение приемов и бросков. За 20 лет секция дзюдо выпустила немало чемпионов и призеров мира и Европы. С молодыми спортсменами в зале также тренируются и профессионалы своего дела. Победитель первенства Кубка России Эмирамбек Габасов и чемпион России Джафар Костоев давно уже стали гордостью спорткомплекса. Даже добившись таких внушительных результатов, спортсмены не намерены останавливаться и готовятся к новым вызовам, параллельно помогая и юным дзюдоистам.
Начинал я спортом с 3 класса. У меня старший двоюродный брат Асхаб Костоев. Он занимался дзюдо. Потом мои братья старшие занимались. Смотрел за ними, вот так и начал заниматься спортом. Первое соревнование стал 3-м. Это был район. У нас в зале был район, я стал 3-м. Ну, было очень, как сказать, стал 3-м, было желание дальше тренироваться, очень было интересно. Смотрел на старших. Высокий уровень. Первый я выступил по юношам, первенство России. Я там стал 3-м. И дальше мы отбирались на Европу и мир, и европейский фестиваль. Первенство мира в 2013 году проходило в Словении. Уверенно вел все схватки, я выиграл 4 схватки, вот забыл финал. Последний за 15 секунд я проиграл итальянцу. Вот эти соревнования до сих пор я и помню. Должен был, как сказать, был уверен, должен был выиграть, так не получилось. Дзюдо как бы не я сам выбрал, меня сюда с самого детства отец отправил. Практически вся семья у нас здесь, начиная. Первый начал Асхаб Костоев, известный, я думаю, вы знаете все. Вот он как бы нам путь положил, и мы все как бы за ним последовали. А карьера, началась у меня с юношей. Попал я в сборную, выиграл Россию в Новосибирске в 2016 году. Потом выиграл 3 Кубка Европы и Европу. Потом юниоры, потом мужики. Сейчас немного травмирован, восстанавливаюсь и, иншаллах, планирую продолжать свою карьеру по мужикам. Первые соревнования у меня проходили в этом зале. Помню, если честно, плохо, но вначале в первый раз, кажется, 3-м стал, потом выиграл. И потом как бы уже во вкус вошел и начал более усерднее тренироваться, различать уже за пределами республики и уже дальше и дальше. Если честно, было очень приятно, потому что когда со стороны ты зачем наблюдаешь за этим, ты думаешь, это нереально, пока ты это не сделаешь. Когда ты сделаешь, ты уже понимаешь, что практически все возможно. Нужно лишь желание и усердный труд. Сейчас я уже потихоньку втягиваюсь, бегаю, ноги качаю и планирую в Альмере, сейчас сборы проходят, хочу туда поехать со специалистами, именно разработать руку. Я думаю, месяц-два уже на ковре буду работать. Тренировки в зале проводятся 5 раз в неделю и расписаны поминутно. Помимо кроссфитов, отработки бросков и работы над выносливостью, здесь также проводят и спарринги. Ахмед, расскажи, как давно ты здесь занимаешься и вообще как ты пришел в дзюдо? Я занимаюсь дзюдо уже более 3 годов. И мне дзюдо понравилось, потому что мой двоюродный брат тоже дрался здесь. Из-за этого я выбрал дзюдо. Мой отец тоже хотел, чтобы я был борцом, из-за этого я и выбрал дзюдо. Вот в начале, когда ты только начинал заниматься этим видом спорта, было ли тебе сложно и что самое сложное для тебя было? Когда я пришел сюда, мне было очень трудно, но тренер поддерживал меня все больше и больше. Из-за этого все волнения мои прошли, я начал сильнее драться. Я чувствую себя в отличном образе, постоянно тренируюсь, не пропускаю, и мне это нравится очень. И за эти 3 года ты участвовал на какие-нибудь соревнования, и какие соревнования ты больше всего запомнил? Я дрался в своем фоке здесь, получил 1 место в Зязику-Юрте. Потом я дрался в Верхних Чулках, занял 3 место. Я почувствовал себя гордым. Я пришел домой, обрадовал своего отца, что получил хотя бы 3 место. Я дрался сильно и достойно. Здесь мы тренируемся почти каждый день, кроме воскресенья. И моя общая цель – стать чемпионом мира. Я хочу стать чемпионом мира ради своего отца. И что нужно сделать для того, чтобы стать чемпионом мира, на твой взгляд?
никогда не сдаваться. زي زنماستو شقش خيه سو جدو خوش خيت نحيون ورسو برجع جدو موخي يعني دوقة مور غلغي نخ برجع جدو ونحشوا مسو جدو وبشي حمس خوش خان بحوح ناخ خوش ونشغل وشخل خيتر لو حنك زغتو وانا ناخ ثانية حتى آخر شو وقتش تصلنا مع هذا غش بديش أخو بهذا ياش بديش وقتش أخوان وزالي بهذا شو دوق برت بسنا برت والبير شو بديش تكو وزالي وأحكي وجه خنا إجي خلاص وقتها سنة واجه ريسبوبليكية عاد نزل عن خنيس سيجي شتا تكترتي وأرسل دوق يس خن بدر عاد بس يعني سخن سنة واجه ديكبري خنيه سامبو على سامبو يا ساتورنير تيجي تشتري بعنوسه ترينوك تيجي تايوه بدر يا شيء مو قوة إيرن سين هاوس ترينوكا هانس ريسبوبليكية أدبر ناسكو خليش بدر يا بس يعني يونس كي قدرتها وش России первого целого. С каждым днем желающих тренироваться в этом зале становится все больше. На сегодняшний день секцию дзюдо посещает более 400 ребят, каждый из которых проходит с одной целью – добиться самых больших высот. Условия у нас, я вам скажу, можно позавидовать многим школам. Все условия у нас есть для достижения высоких результатов. Тренажерный зал у нас хороший, зал борьбы, как вы видите, хороший у нас. Освещенность у нас очень хорошая. Старался, во всяком случае, куда бы я ни поехал, привозил материалы других школ, где мне понравился хороший материал, вот этот я приумножал здесь. То есть дети, действительно, дети тоже сегодня, как вы видите, зал у нас переполненный зал. 80 человек, 90 человек, бывало до 120 человек доходило у нас. Невозможно было даже броски здесь сделать. Дети приходят, но эти дети, они приходят, пока они молодые, пока они в школе учатся. А после школы что мы должны делать? Опять мы возвращаемся к нулевому циклу. Эти выходят, нам надо опять снизу поднимать этих детей до 10, до 11 класса. Опять они уходят, опять нам надо поднимать. То есть до вершины доводить практически таким отношением, которое было до сих пор, невозможно. Поэтому я хотел бы внимание, чтобы уделяли руководители, именно руководители нашего района, в первую очередь, потому что мы подчиняемся руководству нашего района, чтобы они запланировали в перспективе, чтобы мы могли обеспечить этих спортсменов питание там, или стипендии, или зарплату. Вот что-то мы должны сделать для того, чтобы сохранить этих ребят. Для желающих заниматься спортом в комплексе созданы все условия. Заслуженный тренер России Руслан Аксагов, как никто другой, понимает, чтобы добиться результатов в спорте необходимы хорошие условия. Именно поэтому, помимо спортзала, здесь также был построен и бассейн, чтобы после окончания тяжелых тренировок ребята смогли восстановиться. В зале занимаются спортсмены самого разного уровня. Вместе с чемпионами России здесь и ребята, которые только-только начинают делать свои первые шаги в этом виде спорта. Передать свой опыт – вот задача, которая стоит перед уже именитыми спортсменами. И со своей задачей дзюдоисты справляются весьма успешно.
Конечно, прихожу. У меня тут очень много своих родственников и племянники мои. Все подходят, подсказывают, я им так, очень приятно смотреть. И нет, я сам провожу тренировки, подсказываю детям. Очень приятно, что так много у нас детей занимаются видом спорта. В любом виде спорта, чтобы достичь успеха, надо трудиться, чтобы у тебя было желание, в первую очередь. И чтобы у тебя была дисциплина. قراءة ياخذ كوخ في понедельники, четверки отработать куах, вторники, пятница барбаитха, среда, суббота ОФП, когда напряженно говорит, игровой там много. Постоянно соревнования республика летался, отборы на СКФО, сегодня травме ахалра. еще супер сладко. Надеюсь, в конце года, хотя отбор на СКФО, до 21 года эмоций. От России, Россия, Хаявки, вообще. Помимо зала дзюдо, здесь также развивают и бодибилдинг. Местные ребята после рабочего дня приходят в спорткомплекс и оставляют все свои силы, занимаясь любимым делом. Каждый год ингушские спортсмены продолжают радовать своей республикой, выступая на соревнованиях всероссийского и мирового масштаба. На одной из самых ярких и незабываемых побед в истории ингушского спорта стала победа Хасана Халмурзаева на Олимпийских играх в Рио. Неудивительно, что после такого триумфа залы дзюдо начали заполняться юными спортсменами. Во-первых, мы много общаемся со своими спортсменами, проводим такие мероприятия, ГУК, ЭСДИЛ, ДИНО, я. То есть сегодня мы должны воспитывать духи нашего менталитета. И вот эта форма, одежда, кимоно, она как раз подходит к нашему менталитету. Она очень, этот дзюдо очень красивый вид, хоть пусть не обижаются другие тренера, и я не хочу их обидеть, у них тоже есть какая-то лепта, они тоже приносят. Но именно дзюдо, она подходит нашему менталитету. Брюки, пиджак, костюм сверху, пояс, то есть все есть. И она очень зрелищная. И в мире она на втором месте по занимающейся после футбола. И представьте, какая сильная конкуренция для дзюдоистов достичь результата. Здесь есть регионы там, или же страны, которых вроде бы и маленькие, или там раз и появляются оттуда хорошие наши. И, то есть конкуренция очень сильная в дзюдо. И достигать высоких результатов очень сложно. Когда мы достигаем этих результатов, думают, что так легко. Нет, здесь очень много пота надо проливать для того, чтобы достигать результатов. Физкультурно-оздоровительный комплекс сельского поселения Зязиков-Юрт начал функционировать в 1997 году. За это время воспитанники Руслана Аксагова завоевали всевозможные титулы чемпионов России, Европы и мира. А возможно, в скором времени кто-то из этих молодых спортсменов принесет в зал первую олимпийскую медаль.